взрывные, щелевые и смешанные. Что это значит? Если при произношении гласных букв поток из груди не встречается с каким-либо препятствием, свободно проходит через ротовую полость, то при произношении согласных потоку воздуха создается обязательно какое-то препятствие на разном уровне. Либо это может быть на уровне губ, П, В, либо на уровне языка и зубов, З, С, либо на уровне языка, вот язык и небо, вот здесь вот К, Г, либо глубоко заднеязычные, Х, например. Вот. И это препятствие может быть трех видов. Взрывные. Что это значит? Это значит, что органы ротовой полости создают турбулентное течение потока воздуха из груди, соединяясь друг с другом на время. Вот так вот. Соединились и снова разъединились. Например, буква П. Смыкание происходит на уровне губов. П. Вот. П. Соединились и разъединились. Особенность этих букв в том, что ее можно произнести только на мгновение. На 1 секунду примерно. Может меньше даже. На десятую доли секунды. П. Б. Звонкая. К. К. Г. То есть вот здесь вот образуется препятствие между серединой языка и небом. К, Г. Есть щелевые согласные. Это значит, что органы ротовой полости лишь сближаются друг с другом, не соединяются. Особенность этих букв в том, что ее можно произносить гораздо большее время. По длительности они больше взрывных. Это, например, буквы Ш, Ш, Ж. Вот, на уровне языка и неба. Ш, Ж, Ж, Ш. Буквы С, З на уровне зубов и языка. В, Ф. Вот. А есть смешанные. То есть это те буквы, которые сочетают в себе качества взрывных и щелевых. К ним относятся буквы Ч, Ц. Ч – это соединение мягкого Т плюс взрывного Т плюс щелевого С. Вот тут еще Т, Д. Поэтому получается... Нет, Ш, то есть тут не С, а Ш. Ч, Ч. Если произнести более длительно, то всплывает ее щелевой компонент. Ш, Ш. Вот. Буква С это Т плюс С. Ц. Ц. Вот. Вот это необходимо пояснить.